Итак, дамы и господа, продолжаем дальше. В прошлый раз я вас начал знакомить с высокой мессой Иоганна Себастьяна Баха. Еще раз напомню, что жанр мессы жанр очень старый, что до Себастьяна Баха сотни лет писали в этом жанре. Но месса Баха стала вершиной этого жанра. Это величайшая месса всех времен. Что Себастьян Бах ловко обошел запреты, которые требовали 5 частей, и сделал реально 24. Но назвал их номерами, а формально число частей оставил прежним. Что высокое означает не рост, а в духовном смысле высокое, возвышенное. Теперь, что это место при жизни целиком не исполнялось в силу сложности содержания, замысла, в силу необходимости больших исполнительских средств, которыми не располагал ни один собор. Да и сегодня спор она никогда не исполняется по прямому значению. Поясню. Вообще-то месса это музыка службы. Она распространяет службу в храме. Так вот, месса Себастьяна Баха никогда не сопровождала музыку в храме. То есть до сих пор это произведение концертное, звучащее со сцены. Почему еще? Да потому что Себастьян Бах, даже когда писал духовные произведения, он сочинял их тем же языком, которым сочинял светские произведения. И поэтому воплощал в свои произведения духовных такие же чувства, переживания, настроения, их смены, которые были в светских произведениях. Это было необычным, это было смелым, это было новым. Он вводил в свои произведения и в мессу, в том числе, такие же сильные контрасты характеров, настроений, которые были в светских произведениях. И вот от начала к середине этой мессы он усиливает степень контраста. Музыка печальной становится мрачной, музыка грустной становится более подвижной, оживленной, наконец радостной. И наибольшие силы эти контрасты достигают на стыке 16 и 17 номера. 15 номер очень мрачная музыка. 16 номер еще более мрачная музыка, мрачнее некуда. Удавиться после этого хочется. И вот 17 номер не просто музыка другого характера, а радостная, праздничная, восторженная. Возникает потрясающий силы контраст. Не только контраст чувств, настроения. Себастьян Бах для этого прибегает особые приемы. Контраст оркестровый. Почему? В 16 номере оркестр, звучащий вместе с хором, использует струнные и деревянные духовые. В 17 номере он включает медные духовые, яркие, сильные, пронзающие воздух. В 16 номере лад минорный, в 17 мажор. В 17 номере музыка тихая, пиано, меццо-пиано, а в 17-м фортиссимо, как вспышка солнца, когда мы выходим из подвала на улицу, такой же эффект происходит. В 17-м номере медленная, в 16-м, в 17-м номере быстрая. Итак, контраст, как говорят музыканты, средств музыкальной выразительности. Ну и, наконец, вот что. Меняется тональность и лад. 16 номер ми миноре, а номер 17 в ре мажоре. Другая тональность, другой лад. Теперь я подчеркиваю еще одну музыкальную закономерность. Если вы будете приглядываться к той музыке, что исполняете, вы заметите, что кульминация приходится на тональность субдоминанты или на субдоминантовый аккорд. Ну, это тональность музыки. А теперь, господа, напоминаю, что тональность этой знаменитой мессы си минор, говоря по латыни ха-моль. А теперь высчитайте субдоминанту в си миноре. Кто из вас умеет считать? До 4. Что вы сказали? Субдоминанту в си миноре? Я сам. Я рад, что кто-то умеет считать. Господа, вам нельзя выдавать стипендию. Только одно умеет считать до 4. Все правильно, ми минор. Так вот, поэтому ми минор это считает 16 номер. Это кульминация сказать, а как же 17 номер? Дело вот в чем. Себастьян Бах делает две вещи. Он подряд дает две кульминации, такое делается крайне редко. 16 это самая мрачная, трагическая кульминация. А 17 самая восторженная, радостная кульминация. Кульминация с полярными знаками. То есть, как будто вначале в ледяную воду опустили, а потом бросили в кипяток. Вот такой эффект возникает потрясающий.
Так, я взял. Так вот, но перед 16 звучит еще один номер, который готовит. Понимаете, чтобы нас окончательно вернуть в безмерную грусть, Себастьян Бах дает не один потрясающий скорбный номер 16, а предыдущий 15. Нам все грустнее, все отчаяннее. Плакать хочется. Так вот насчет плакать хочется, господа. Именно в этом произведении «Высокая миссия» Бах и сделал тональность си-минор самой мрачной, самой скорбной, самой отчаянной тональности музыки. Это уже более 260 лет она такого остается. С тех пор это тональность символ черная тональность. Так. Ну а теперь, я сейчас вам принес, вот там лежат партитуры, достаньте, их 4 экземпляра, в общем-то, на двоих хватит всем. Возьмите, для вас принесу. Это? Да, спасибо, Олег Васильевич. Откройте номер 15. Номер 15. Теперь, напоминаю, в мессе никакого сюжета нет. И это не поэзия, это молитва. И название каждого номера – это первые слова молитвы. Но слова молитвы весьма и весьма говорящие. Так, что-то долго, господа, открывается. Учитесь быстро находить тексты в нужное место. Да, здесь труднее, здесь нет главления. Так, это, к примеру, будет серединка. Вот 16. Итак, здесь какие-то маленькие. Номер 15. Это Resurrection. Это Resurrection. Я правильно прочитал? Такие маленькие, что я... Господи. Может, ты прочти? У меня очень маленький будет. Спасибо. Память подвела, извините. И на старушку бывает подружка. Сейчас поясню. Дело в том, что хоть я не знаю латынь, как это, в этом смысле мы все необразованные, но есть некоторые слова, которые и вы должны знать, запомните. Тем более, что слово корень вам знаком. «Эт» — латинский союз «и». Это же пишется по-французски, потому что стоит «э». Кофе круассан, кофе круассан. Так вот, «эт». «И». А потом следует глагол. «Инкарнатус» означает «воплотился». От слова «карно» — плоть. Отсюда выражение реинкарнации, то есть перевоплощение. От этого слова, господа, всем хорошее знакомое слово – карнавал. Корень – карна, мясо, плоть. Буквально. Запомните, да? Можно еще раз слово «инкарнатор»? Воплотился. Что кто? Слово «воплотился» какое? И воплотился – это инкарнатус. И воплотился, да. Почему? Потому что в этот момент, повторяю, его плоть превращает из плоти в кусок мяса, его прибывает гвоздями к Христу. То есть для любого верующего христианина слова молитвы, повторяю, это не сюжет или либретто, имели конкретный же смысл. Вот в этот момент его кладут, прибивают. Так, но еще не поставили крест. А вот следующая часть называется «et crucifixus». И это название переводит по-русски не дословно, потому что дословно будет звучать страшно. Или нелепо, может быть. Буквально и окрестован, окрещен. Но слово окрещен имеет другой смысл. Имеет то, что сейчас его подняли на кресте распятого. Et crucifixus. Круц по-латыни означает крест. По-испански Круз, крест. Так что фамилия Круз. Город Веракрус, Санта-Крус, Святой Крест, истинный крест. Запомните. Окрестован или окрещен. Поэтому вот это 16 номер самый мрачный, потому что сейчас его крест поднимает. Он обречен на долгую мучительную смерть. И, наконец, следующее название, 17-е. Et Resurrexit. Et Resurrexit. Это теперь вы знаете и. Resurrexit. Так вот. И возрожден. Вот почему в этой музыке такая радость. То есть это та молитва, выражается по поводу того, что, когда, помните, его сняли, положили в пещеру, закутали в пелену, приходит его нет, он родился, он гуляет на воле в саду. Вот откуда. То есть, хотя здесь нет текста, здесь нет сюжета, нет текста поэтического, но эти слова молитвы подсказывают, что происходит, что мы должны чувствовать, думать, переживать. И вот целиком только этими словами и вызван характер музыки того
именного номера. А теперь слушаем номер 15. Так. Так. Сейчас проснется. О, Боже. Извините. Минутку. Кто-то здесь наломал дров. Я имею в виду вот чем. Здесь номера дорожек, мягко говоря, сильно-сильно перепутаны. Так, так что не сочувствую. Если вы будете слушать мессу, не открывайте фолдер месса вся. Вот там кто-то перепутался в дорожке. Поэтому открывайте избранное, и там уже все. Итак, et incarnatus est. Кстати, латинское est означает то, что по-русски есть. Буквально. И воплотился есть. То есть стало это, произошло. А теперь слушаем. Кстати, в старину на Руси говорили, когда произносили какую-либо фразу или глагол, давали обязательно есть. Как давали до сих пор англичане в своих речах. Я есть голодный. I am hungry. Hungry, вернее. Так в Руси говорили, я есть им. А теперь не говорят. Простой язык. Ну, сейчас. Итак, вот это 15 медленное движение, минорный лад. Очень короткие фразы у женского хора. Оркестр играет одни и те же фразы, одни и те же мотивы, неизменно. Фактура неизменно остинатная, ритм неизменно остинатный. Остинатность – сильнодействующая средство музыки. Но чаще всего, со времен барокко, ее применяли для выражения чувства безысходности, обреченности, неизбежности. Это должно быть, все ничего не поделаешь. Вот почему остинатность ритма, фактуры, мотивов. И еще. Перед вами прилетелось, господа, вы сейчас поймете, что я скажу. Обратите внимание на нижние звуки в оркестре и в хоре, самые нижние. Это один и тот же звук, то есть органный пункт. Так вот, гармония пытается измениться, подняться вверх, опуститься вниз, а органный пункт как будто прикован, не дает измениться. Вот это тоже, как знаете, чугунные гири, висящие на ногах. Это выражает ощущение обреченности, безысходности. Обратите внимание на то, что играет оркестр. Короткие фразы. Но что в них? Та-да-да, та-да-да. В конце каждой фразы звучит водно-тоновая интонация. Та-да. Почему это подчеркиваю? Потому что тогда эта интонация музыки, неважно, поется или играется гласилом печали, сожаления, сострадания, скорби, отчаяния. Вот почему только Себастьяна Баха, у большинства композиторов той эпохи вот этими интонациями, когда говорит грусть, печаль, пропитана музыка. И здесь та-да-да, та-да будет поставлено. То есть слушаем дальше, с места для сравнения. И еще тембр инструмента. Заметьте, низкие басы, виолончель, виолончель, контрабас, тянущийся звук один и тот же, мрачный. Кончается этот номер и начинается следующий, тот самый круцификсус, и распят, и так можно перевести, и распят. Здесь музыка еще более мрачная. И Себастьян Бах находит новые сильнодействующие средства. Во-первых, обратите внимание, какой метр у этого номера. Назовите его. Что, здесь никто метра не может определить? Господа, чего школе учили? Трехдольные, это те, кто не знает. Обратите внимание, как раз не четверти, как сказал, по-моему, Левый, половинные.
Что это за метр? Это метр сарабанды, самого мрачного, тяжелого танца. То есть он использует с помощью метра черты, признаки сарабанды, самого скорбного танца. Танцы шествия, а вне шествия танца, которые сопровождались религиозные процессии у католиков по всей Европе. Это раз. Конечно, минор-лад, конечно, очень медленное движение, адажиссимо, так можно сказать. Это раз. Второе. Здесь, говорится, самый тяжелый момент испытания Иисуса. Поэтому используют необычную форму. Вариации бассо-остинато. Это вариации, при которых бас повторяется неизменно много раз. А наверху, над этим неизменяющимся ходом баса, звучат все новые и новые сочиненные композитором контрапункты. То есть все новые и новые мелодии. Но мелодии эти печальные, грустные, отчаянные, скорбные. Вы их услышите. Бас вы можете даже потом и не услышать. Он прячется внизу, в нижнем регистре. Он закрывается голосами хора. Но дело в том, почему он выбрал эту форму, бас-остинато. А вот почему. Потому что эта форма всегда строилась на особом ходе. А ход простой, как мычание коровы. Движения плавные, постепенные, от первой ступени к пятой. Представьте, первая, седьмая, если диатоника, шестая, пятая. А если хроматика, первая, седьмая в миноре. Седьмая повышенная, седьмая натуральная, шестая повышенная, шестая натуральная, пятая. Сползание по полутонам. Примитивный ход, но уже 300 лет он действует на нас. И когда мы слышим такой ход в музыке, это ощущение безысходности, скорби, отчаяния и страдания. И до сих пор, когда поп-музыканты хотят вышибить из нас слезу в своих песнях, они ставят такой ход в бас и все. Мы уже грустим, мы готовы лить слезы. Сейчас покажу вам примерчик. Вот как этот ход. Не важно, какая там музыка. Представьте. И по новой, и много-много раз. Действует до сих пор. Так вот. Вот потому-то мы выбрал форму бас-остинато, чтобы иметь возможность этот ход включить и повторить его много-много раз. Он будет вызывать новую складку. Тогда, в ту эпоху, движение вниз, и движение прежде всего по ступеням, и даже по полторам, с движением к смерти, в землю, в преисподнюю, в никуда, в небытие. Тогда это все понимали, и слушали в том числе. Отсюда форма бас-остинато. Теперь, Бах гениальный мелодист. Но и здесь он дает хору фразы, вот такие маленькие, даже фразы-мотивчики. Почему? Да потому что бывает так, когда у нас нет слов, когда мы в отчаянии, мы говорим бессвязно, короткими, иногда непонятными словами. Мы не можем найти единое целое. Здесь горе всех. Это отражение горя миллионов людей. Поэтому не длинная, а Бах, повторяю, может, это мелодия необычайная, очень короткие фразы. Как вздохи, как плач. А теперь, господа, сложилась традиция за сотни лет, что в этих вариациях число вариаций обычно святое число, 12, число апостолов. Но это вариации. А что предвещали вариации, должна быть сама тема. Поэтому тема плюс вариации, сколько получилось? Так вы посчитайте, просто 13 для тех, кто не умеет считать. Чертова дюжина. Так. И вот чем дальше, тем более мозг становится печальнее, праздник. Он меняет гармонию, идет все более сложной, напряженной, диссонирующей, хроматической. Он постепенно раздвигает диапазон, 1,5 октавы диапазон музыки, 2 октавы, 2,5, 3 октавы. Он усиливает громкостную динамику, мозг все отчаяние защиты. Так вроде 13 части в 12 вариации тем самым. А там он готовит вас. Понимаете? Вы, наверное, знаете, что если человек долго голодал, нельзя сразу есть давать, а тем более много. Заворот кишок будет. Так чтобы нас потрясающий контраст между 16 номером и 17, о котором мы говорили, не напугал, не потряс до смерти, что не случилось, не факт. Бах чуть-чуть готовит в конце последней вариации. Как? Мы ждем каденции в этой самой тональности. Правильно. Он начинает делать каденцию, вот уже берет предпоследний аккорд, вот сейчас будет тоненькой тональности. Он ловко уходит в сторону и в последнем тактике модулирует тональность, в которой начнется следующая часть, что нас хоть немного приготовить. Как вы смотрели в кинокартинах, бывает, что очень сильная радость может человека тоже убить. Ведь от чести брать.
сердце не выдерживает радости. Так вот и здесь, чтобы не убил нас на контраст, бах, и модулирует. Всего остального пока еще нет, но другой тоник уже приходит в конце этой части. Кончился она. Секундная пауза, я только повторю, вспышка света радости. Оркестр, тутти, то есть весь играет, хор весь поет, громко, фортиссимо, играет медные трубы, мажорный лад, быстрое стремительное движение, мелодия уже инструментальная, не вокальная. Так, и ритмы танцевальные, и еще в партии хора возникает то, что вы слушали Генделя, юбиляции, то есть распев одного слога на много звуков, через которые выражается радость, восходящими мажорными пассажами, ликование. Ликование потрясающее здесь, хотя, на мой взгляд, ликование лучше Генделя, он еще сильнее. А вот скорбь, отчаяние, тревогу, болезнь души Себастьян Бах был сильнее, чем Гендель. Может, потому что умел, сам в жизни пережал много. Итак, круцификсус, а потом сразу ресуррекция, 17 номер, и уплатился. Слушаем. Так что ж не переключать. Все. Ой, извините. Проклятый Лейла. Заторможен такой. Так вот, тема в басу – это нисходящий ход по малым секундам. То, что наверху это тема, это сопровождение аккорда у нее. 4 такта. Первая вариация – это стенание, это жалобы, это плакивание. Поначалу это короткие фразы из нескольких звуков. Круцификсу, 4, а потом их расширяет. То есть все более жалобно, все больше хоть слов сказать о нем. Хотя слово не тоже, круцификс, и все. Вся молитва не слов. Использовал много композиторов. И думаю, Генри Персел широко использовал примеры. И после Себастьяна Баха многие используют. Но это один из шедевров этой формы. Через 3 года, когда будем изучать эту форму, я вам приведу их пример, мы будем подробно разбирать. Так, за так, чтобы оценить, что же он там менял, парил для настроения. Вообще это форма. Сегодня джаз-музыка используется, вокальная музыка. Очень смелая, авангардная, для той эпохи гармонии. Это уникально для Себастьяна Баха. Когда вы слушали реквием Моцарта, написано спустя более полувека, вспомните эту музыку. И там тоже влияние учения Баха. Приближается конец. Номер 16. Вот сейчас модуляция параллельного мажора, чтобы нас чуть-чуть приготовиться. И вспышка ослепительного солнечного света номер 17. Радость, он восстал. Барочный круги звучат.
высокие русские, потом женские. Все кладут четверадостные, одни, другие, третьи, четвертые, наплывом. Радостно флейты, которые вначале идут очень долго. Ритурнель. Ритурнель, как вы слышите, повторяющий музыкальный материал из света. Поскольку я произнес слово, напомню, ритурнель называется инструментальный раздел арии или кантаты, который так называется, потому что он повторяется, возвращается, а слово «риторно» – возвращение. Кстати, отсюда, господа, вам знакомый термин «ритордандо». Итак, и последний отрывок, что я вам покажу из этой великой мессы, номер 23. Это Агнус Дей, Агнец Божий, овечка Божия. Да, подразумевается, естественно, он Иисус, Сын Бога, которого Бог как овцу принес жертву ради спасения человечества. Здесь вообще-то два номера таких названия. Но один поет хор, а другой поет голос. Вот который поет голос самый, вы знаете, самый жалостный. То есть выражение печали здесь, да, за всех нас, но через одного. Иногда бывает так, что голос одного может хорошо, вообще чувство одного, поведение выразить мысли, чувства, состояние многих людей. Так потом будут поступать многие композиторы в своих операх, например. Так и здесь. Так вот, это оплакивание. Это еще же оплакивание. Когда правильно вознесся, он уже живой, мы знаем вот так, отца на небе. Суть в том, что живой, не живой, но он пострадал. Вот, и отец пошел на страшную жертву, принес самое дорогое, что есть, ребенок свой сын. Вот. Поэтому всегда у любого композитора номер под названием Агнус Дей очень грустный, очень жалостный номер. А Бах поручает эту арию опять же любимому голосу, не сопрано, а альту, голосу теплому, чувственному голосу, живому. Теперь, Бах гениальный мелодист, но вот эта ария не поражает своими красотами. Почему? Потому что у него главная красота здесь, а выразительность. Поэтому он тоже наполняет ее интонациями вздоха, жалобы, мольбы. Вы должны были слушать арию Дидоны, которая называется «Плач Дидоны». Плач, потому что Дидона там плачет. Она прощается с любовью, с Энеем, со жизнью прощается. Так вот, этот был особый вид арии ламента, арии плача. Говорю об этом вот почему. Потому что любая ария плача, не важно, кто ее написал, там, Монтеверди, Алессандро Скарлатти, Кайзер, Хасса, Гендель, они были наполнены вот этими интонациями жалобы, печали, вздоха, там-тара, прослоены буквально напичками. И потом, и композиторы эпохи классицизма, Моцарт, когда пожелают передать печаль, грусть, тоску, будут те же самые интонации вставлять. Вы это услышите. Так, сейчас минуточку. Итак, Агнус Дей, Агнец Божий. Сейчас кое-что еще поясню. Может, не заметил, что кроме оркестра здесь играет еще орган. В других частях орган не играл. И звучание органа, и о том, что это музыка возвышенность, духовность. Это раз. Второе. Здесь очень большое отступление, прелюдия оркестровая. Вот из этих интонаций там-та-да-да, она и вся выстроена. Но здесь есть не только интонация вздоха, вы их слышали. Здесь еще особая интонация. В ту эпоху, господа, эпоху барокко, конкретным интонациям придавалось конкретное значение, имейте в виду. Поэтому люди той эпохи понимали музыку глубже, чем мы. И не потому, что они лучше слышали. Они знали смысл интонации, знали, что за ним кроется.
Ну как представьте, например, вы знаете смысл некоторых жестов, знаков таких-то, а другие не знают. И когда перед вами что-то друг другое, понимаете, что это означает. Как в индийском танце, где каждый жест имеет конкретное значение. А мы его не знаем, поэтому не прочитаем до конца. Видите, прочитаете музыку. Так и здесь. Так вот, здесь очень много интонаций уменьшенной септимы. Например, си бемоль до диез. Интонации страдания. Самый напряженный, кстати, вот это. И еще какая интонация? Представьте себе мысленно такой ход. До, ми, а теперь ре, си. Представите ноты. Так вот, получилось две перекрещивающиеся интонации. Терция, одна вверх, другая вниз. Это интонация креста. Креста — символ страдания Иисуса. И вот этими интонациями креста дополнены многие определения Себастьяна Баха. Органные, клаверные, в том числе прелюдии и фуги с хороших клавира. А если вы желаете сделать острее, то терция будет небольшая, а маленькая, или даже уменьшенная. Представьте, до, ми бемоль, ре бемоль, си бекар. Очень остро, болезненно, мучительно звучит. Так вот, здесь очень много интонаций, потому что на кресте он принес свою жертву, стал агнцем заплатным. А теперь слушаем дальше. Когда слушаешь его миссии, вот такие большие прелюдии, интерлюдии, постluди, тогда лучше понимаешь, почему подобное произведение называется вокально-инструментальным. Оркестр не компонирует здесь. Он равный участник исполнения. А иногда более важно, чем хор или голоса. Вот вступает. И вот постоянный диалог голос и оркестр. Голос сочувствует, чувствует в оркестре, а оркестр к голосу. Один другому кивает головой, да, тяжело, да, тяжело. Это тот же прием, что он использовал, помните, в арии номер 47 альта, арии Петра страстей по Матфею. Кви, почему, от чего, по-моему, сладко не приводится? Кстати, в таком начине французский пожалуйста. До конца мы слушать не имеем возможности. Итак, господа, на этой грустной ноте мы расстаемся с этим жанром, который напоминает тем, кто играет на клавишах, который является самым главным, важнейшим вообще-то в творчестве Себастьяна Баха. Не клавирная музыка, не органная, вот этот жанр. Самый многочисленный, самый объемный, хоть 100 страниц, по минутам и по часам. Поэтому самые главные красоты шедевры Себастьяна Баха запрятаны в этом жанре, в вокально-инструментальном. А теперь спустимся на вашу грешную землю, на музыку, которую мы любим больше, потому что играть можно, на музыку для клавиш инструментов. Хотя она занимала второе не первое место, второе или четвертое, но Себастьян Бах великий органный композитор и гениальный клавирный композитор. А теперь поправлю себя. Дело в том, что мы говорим, пользуясь нашими словами. Немцы не разделяют. Для них все, что на клавишах, неважно, орган, клавесин, клавикорд, называлось словом клавир. Поэтому все это клавирная музыка. А мы сделаем музыка органа, музыка клавесина. Так, теперь. Более того, в этом жанре Иоганн Себастьян Бах, в жанре для клавира, говоря по-немецки, раньше всего добился мастерства, самобытности и зрелости. То есть, когда он еще не писал великие кантаты ораториальной музыки, он уже писал великие для органа. С органной музыки мы начнем. Из клавирных. Итак, органная музыка. Писали тогда очень многие, и были для него великие органные музыканты, и в Италии, например, Трескобальди, и в Нидерландах Преториус, так, да и в той же Германии, Пахельбель, Фройбергер, Рейнкин, Дом, Бухстехуды великий. Так вот, всех их Себастьян Бах, как органный композитор, превзошел. Он и Генделя превзошел.
У Генделя яркая органная музыка. Где? В концертах для органа с оркестром. Но это не чисто органная музыка, это смешный жанр. А у Баха органные произведения, самостоятельные. То есть здесь нет равных. Органную музыку сочинили французы, и Рамо и Куперель писали, но их органная музыка очень далеко до органной музыки Себастьяна Баха. Второе. Органную музыку он писал не всю жизнь. Большую, лучшую часть органных произведений он напишет, живя в городе Ваймар. Потом еще кое-что напишет, живя в Лейпциге, где, вы помните, был и кантором, и органистом. На Т большую, лучшую Ваймаре. И там же, в этот ваймарский период, он достигает полной зрелости в этом жанре. Орган любил, был одним из лучших виртуозов. Вот жаль, не встретились с Генделем, не постязались. Очень может быть, что этому музыканты как исполнитель одного класса, органиста. Либо как композитор высшего органного композитора. Но стязание было, вы о нем читали в книжках. Да, оно было в реальности, в городе Дрезден, во дворце короля Саксонского, а в Дрездене дворец короля Саксонского. Так вот, приезжал знаменитый французский органист, композитор, его произведение воистину можно поиграть, оно есть. Вот. Решили устроить стязание, мы вызвали звезду парижскую, вот, чтобы уж не сдавил он своим авторитетом своих местных, решили найти вот пусть хотя бы будет слабенькая наша команда, выставим какой-то. Кто это он полный? Да вот есть какой-то Бах, ну выставим его. Но он приехал, пригласили, такая честь каждого королем. Приехал, и как любой профессионал решил, завтра будет стязание, разыграться нужно, попробовать инструмент. Он пошел в капеллу дворца, сел играть. А тут, как же этого парня называли французского? Не забыл, ладно. Что-то фамилия Моро вбилась в голову. Так вот, ну реальный композитор. Он гулял по саду, там красивый сад в этом самом дворце. И услышал, кто-то играет. Понравилось. Подошел ближе. Потрясающе играет. И судя по всему импровизирует, а это на слух можно понять. Еще ближе подошел с колокольчика, как в сказке. А там сидел Ганс Себастьян Бах. Так вот, он понял, что он так сыграть не сможет. И чтобы избежать публичного позора, и правильно сделал. Сел в вечернюю карету и уехал в Париж. То что конкурс не ставил, принял был негласно. Потому что тогда искусственно не только тем. Вот вы играете по нотам все. Вас так учили. Вы жертвы нашего обучения. Ближайших 150 лет. Нас учили играть по нотам. Тогда музыкант стремился только солнце говорит по нотам, в том случае, а как еще не импровизировать. Почему Гендель победил Скарлатти? Тот, может, быстрее играл. Скарлатти не мог импровизировать, как Гендель. Да, была фантазия. Импровизация победила. И Себастьян Бах. Тут произошел у француза на много-много голов. И все. А с этим, господа, как говорится, не поспоришь. Здесь есть его фамилия, все-таки найдут. Это француза. Так, Луи Маршан. Такая заурядная французская фамилия. Во Франции Маршан еще называют торговцев картинами, вообще, запомните. Слово есть такое еще. Луи Маршан. Да, был такой музыкант. Конечно, до Себастьяна Баха ему. Это он когда ехал, назвал такой Бах. И тогда никто этого не знал. Как бы знал заранее, мы даже с Парижа не сделал бы шагу. Он не самоубийца. Так вот, потрясающе играл. Теперь, Себастьян Бах, конечно, очень много взял в Букстехольме. Масштабы органных произведений развернул колоссально, еще дальше Букстехольма. Сделал музыку органа виртуозной. Она далеко не вся виртуозная органная музыка. У нее она виртуозная. Играть трудно, и на органе трудно. А переложение фортепиано еще труднее. Дальше. Он внес в органную музыку интонации, ритмы ораторской речи. Часто, когда слушал органные вещи, ощущение, что передо мной выступает оратор, только не словами, как я сейчас, а звуками музыки органа. Призывает к чему-то, сверху, к великому, к подвигу. Дальше. Он внес в органную музыку драматизм, драматические образы. Это был тоже новый. Если послушать старую органную музыку, тоже Фицкабальди, драматизма там нет. Казалось, что это не органное дело, не для этого органа. Дальше. Он ввел в органные фуги куски с музыкой гомофонно-гармонической. А в прелюдиях часто возникали куски полифонические. Теперь, что он сочинил на органе? Ну, во-первых, конечно же, прелюдии фуги, великие органные. У него их много. Самый знаменитый из них ля минор, ми минор, соль минор, до минор. Обратите внимание, господство минорных латинских. Ну и что такого, подумаешь? Чтобы оценили.
Когда ему на смену придут венские классицисты, Глюк, Гайден, Моцарт, Бетховен, они будут обожать мажорные тональности. Они будут крайне редко, может быть, 2 на сотню встречать минорных тональностей. Они певцы радости и света, он певец горя, скорби, печали, страдания, философские мысли. Так, итак, прелюдии-фуги. То есть мини-циклы. Мини, потому что 2 части. Но вообще-то, прелюдии-фугу Себастьяна Балтовича только сколько целая соната или полсимфонии, например, у Гайдна. Они огромные по размерам. Это огромные полотна, монументальные. Дальше. Он писал органные токкаты. Токкаты придумали итальянцы. Это был виртуозный клаверный жанр. Ну, одним из первых отцов был Фрискобальди Джороламо, который играл на органе с собой Святого Петра в городе Риме. Токкаты — это итальянское слово «токкаре», что означает «трогать», «касаться», по-английски «тач». Токкаре. Так. Так вот, и первые органы это великие. Именно у него. Я слушал органы Токкаты Фрискобальди. Хорошая музыка, но до Себастьяна Баха очень далеко. Правда, не забудьте, это было за полвека до Баха. Бах, конечно, и его опыт тоже учитывал, использовал. Так. Но у Баха были свои изобретения маленькие, а может даже большие. Вот как изобрел концерт для органа с оркестром Гендель, Бах изобрел органную мессу. Странно. Вообще-то месса предвидим для хора, многочастная и духовная для храма. Баху не хватало рамок прежних органных жанров, даже рамки прелюдии и фуги. Токкаты и фуги были мало. А месса может длиться долго, и час, и полтора, все главное 2. Он превращал мессы в органные произведения. По сути, перекладывая место для органа, превращая в монументальные, огромные циклические органные сольные концерты. По сути, органные мессы Баха — это сольный концерт для органа, которого у Генделя не было. Это его изобретение. Но это еще не все. Итак, большинство любителей знают, что у Баха есть прелюдии фуги для органа, токкаты, фуги, да. Про мессы знаете много, теперь вы будете знать его. Но вообще-то самый любимый жанр для органа, самый многочисленный, не прелюдии фуги. И не токкаты и фуги, господа, а хоральные прелюдии. Вот их он любил больше всего. Он написал несколько сотен хоральных прелюдий. Любимый жанр, главный жанр. Почему так много? Во-первых, правильно, а во-вторых, они маленькие. А маленьких можно много написать. Они не сравнятся с органной прелюдией, которая перед фугой, с органной токкатой. Они такие крохотные. Страничка, 2 странички. То есть тогда еще не придумали жанр миниатюр, как придумали их романчики, всякие прелюдии и прочие этюды. А он их придумал для органа. Теперь официально полностью называется органная хоральная прелюдия. Но поскольку мы знаем, что органы мы опускаем, это слово будет хоральная прелюдия. А здесь пора объяснить. Почему хоральная? Да вот почему. Хорал он любил как музыкант. Хорал он любил как протестант. Потому что, во-первых, хорал — это главный жанр протестантской религии, протестант. А у католиков же тоже хорал, правильно? У католиков свой григорианский хорал, у протестантов свой хорал. Они по-разному звучат. У протестантов хоралы на своем языке родном, неважно, французский, немецкий или голландский. А католический хорал есть на латыни. Более того, немецкий протестантский хорал был сделан из немецкой народной песни. И начал это дело еще Мартин Лютер. Помните, может, про такого слышали. Вот почему для него хорал был любимым жанром, главным жанром. И как для композитора он полагал, что это основа, которая позволяет у музыки быть ярко немецкой. Вот почему хоралами пропитаны его кантаты, оратории. Хоральная фактура, хоральная гармония встречается и в клавирных произведениях, и в органных произведениях, кроме, собственно, хоральной прелюдии. Более конкретность. Что такое его хоральная прелюдия? Господа, это не что иное, как переложение для органа самых настоящих хоралов. Только уже не поется молитва по-немецки в хорале, она играется. Может, из вас умеет, а это полезное музыкальное занятие, умеет делать приложение, пусть это так называют. Вот, знаете, вот эта песенка, вот подсели к фортепиано и начали подбирать. Это приложение называется, или транскрипция по иностранному. Вот он делает такие из хоралов, только не из песенок, как вы, а из хоралов. Потому что эта музыка была возвышенная, а он и стремился быть возвышенной, благородная, понимающая человека музыки. Хорал давали ему 3000. Итак, это по сути обработки, гениальные обработки настоящих немецких протестантских хоралов. Вот почему у всех его органных прелюдий есть названия, не просто номера. Это слова названия хоралов.
А теперь запомните важную вещь. Некоторые хоралы ему очень нравились. И он их обрабатывал 2, 3, 4 раза. И каждый сделал другую обработку. Но хорал назывался тем же названием. Unser Heider Heiland. Примерно. А музыка-то реально была разная. А как же нам, бедным, распознать-то, какой хорал с таким же названием? А вот как. Напоминаю, что у всех произведений Иоганна Себастьяна Баха особенно имеющих одинаковое название. Одинаковые тональности, а разные номера по каталогу Баховского общества. Б, В, В. Как он говорит по-русски, или B, W, B. Поэтому смотрите на название, потом обязательно номер, чтобы получить нужную вам музыку. Так. Ну да, вот, например. Jesus Christ, unser Heiland, наш Господь. Иисус Христ, на английском, простите. У меня несколько таких хоралских названий, прелюдий, но они с разной музыкой. И еще одна важная особенность. Итак, приложение. Но не просто приложение, а особое. По сути, это тоже вариация. Что делает Себастьян Бах? Он берет эту тему, помещает ее наверх, чаще вниз, так, и сразу начинает окружать, оплетать ее красивыми полифоническими контрапунктами, сочиненными им самим. В хорале этого нет. И когда мы слышим прелюдию хоральную, мы слышим с вами не напев самого хорала, но мы даже вообще не узнаем, что там звучит. Мы слышим вот эти новые красивые мелодии, контрапункты полифонические, сочиненные Бахом. И если мы это думаем, какие красивые в хоралах мелодии, а это немцы. Мелодии вообще не затейливые, примитивные подчас. А то, что восхищает нас, это мелодии контрапунктов, то есть полифонических голосов, сочиненных самим Бахом. И бывает, хорал бывает 2 голоса, 3-4, они безумно сложны. Я вам потом покажу тексты, некоторые сразу не сыграешь после долгого разучивания. И потом эти тексты еще фортепианные приложения органных вещей. В оригинале еще тут нет. Там и педаль работает, и 2 монолога, и 3 монолога работают. Но миниатюры. Это шедевры обработки, это шедевры формы вариации. И повторяю, возникают не такие глубины, которых в оригинале в хорале и нет. Мне по поводу некоторых хоралов даже могу сыграть отдельные напевы хорала. Сказать, Господи, так просто-то, а мы думали. Вот сейчас приведу пример. Вот одна из органных хоральных прелюдий. Так, я вот сыграю, потому что у меня нет записи, а остальные будут записи, естественно, потому что мне придется слушать клавирное фортепианное звучание, вы слушаете настоящее органное. Вот одна из прелюдий Иисус Христос, unser Heiland. Да, таких много у него. Иисус Христос, наш Господь. Так вот, я сейчас сыграю вначале напев хорала. Повторяю, как в песне 50-летней давности. Я гляжу, и свет, ничего не имеет. Запомнить, но не очень яркий можно. Столько всего можно забыть. Что делать с Себастьяном? Конфет. Оригинальная работа Баха, хотя он берет в качестве тематического материала напевы подлинных хоралов. Так вот, много у них, сотни, и всех не переиграете.
Как поется в этой песне, всех не задушишь. Так и здесь. Так вот, я покажу вам 3 из них, которые являются шедеврами. Немного шедевров, повторюсь, не переиграешь. Это хоралы ми бемоль мажор, прелюдии, простите. Ми бемоль мажор, фа минор и соль минор. Я нарочно называю их в таком порядке, чтобы вам было их запомнить. Ми бемоль, ступень выше, фа минор, соль минор. Разумеется, у них есть название. К сожалению, к моему, господа издатели о нас не подумали, поэтому в этих текстах, а там лежат, сейчас покажу, даны названия, но не даны номера по каталогу Баховского общества. Мне придется вам назвать самому эти номера, что помню. Так. Итак, вот прелюдия. Вот здесь. Теперь смотрите, написано до клавира. Правильно, потому что это не оригиналы, это переложение с органа для фортепиано. Поэтому они не клавирные, они не фортепиано, они органные. А теперь вот тетрадка первая, тетрадка вторая. Здесь одна, а здесь 2 из тех, что вы должны знать. Я открываю. Вот видите, даже в переложении 3 нотных стана на 2 не вмещается музыка. Поэтому на орган нужно просто играть. Всегда 3 нотных стана. Глаз расстраивается. Мы же привыкли расстраивать. Это одно. Расстраивать трудно. Привычку к этому иметь. Так. Пропускаем. Вот первый из них. Да что ж такое? Здесь название там негодяи. Извините. Вот прелюдия ми бемоль мажор, хоральная. Так вот, вы видите красавица? Нежная, мягкая, теплая, поэтичная. Здесь, кстати, не будет той самой скорби отчаяния, которую Бах так гениально передавал. Одна из самых светлых, возвышенных, лиричных, но лирика, которая светлая, сдержанная, лирика философская, созерцательная. Вот вы слушайте, думаете, о, какая красивая мелодия хоралов. Так вот, вот видите наверху, вы это сейчас все услышите. Но это не хорал, а хорал вот он. Отдельные фразки хорала вот, а это все сочинили Себастьяном Бахом. Вот это нас восхищает, это вызывает нас чувства. Сами по себе рапе хорал довольно строгие, суровые, иногда мрачноватые. Он эту музыку освещает, мне идет смысл. Итак, органная прелюдия и фуга, ми бемоль мажор. Текст не один, поэтому возьмите. Кому досталось, тому досталось. Другим другой текст. Открываем и смотрим. Так, органная, хоральная. А, господи, сейчас. Много ящичков. Вот их а вот. Так. Слушаем. Итак. Я пока достану соль. Вот внизу у педали напил хорал. А наверху контрапункт, зачем это раздражает? Некоторые господа безумно сложно. Сейчас я покажу издалека текст. Как оцените? Вот страница одной из хоральных прелюдий. Теперь смотрите на этот текст. Это очень трудно играть. Надеюсь, оцените стабильность. Пока я достану другого. В этой тетрадке название уже там нет. Вот теперь педаль, новый регистр включает. Новый контрапункт. Здесь уже 3 голоса. Это полифония.
Органное хоральное блюдо МФ моль. Вот ее название. Иш руф цу дир эр. Иш я по-немецки. Господь. А вот эти слова я в немецком не сильно. Либо по-английски перевел. Так вот это шедевр уже лирики печальные, элегические, как говорят музыканты. Ну, кроме того, что там на фа минор, очень медленные движения, удивительно красивая гармония, острые напряженные местами, красивые контрапункты, гармония еще богаче, чем мажорные прелюдии. Вообще одна из величайших гармоний здесь. Но что придает музыке скорби, Себастьян Бах делает вот это. Он вводит мелодию вторую фригийскую ступень. Ну, представьте, в фа миноре это будет соль бемоль. Очень острая нота, напряженная. И кроме того, что он вводит эту ноту, фригийскую ноту, в идущей мысли суровость, напряженность, он еще будет гармонию соответствующую. Секстаккорд неаполитанца. То есть аккорд, представьте, си бемоль, ре бемоль, соль бемоль, фа миноре. Поэтому еще из этого острее напряжение звучит. Здесь у меня есть версия приложения Ферруччи Бузони. Приложение красивое, но музыканты 100 лет упрекают Бузони за то, что он взял и романтизировал эту музыку. Держите. Да. Поэтому многие принципиально приложение Бузони не играют, считают, что это некое извращение. Музыка божественная, конечно. Но здесь не приложение, это просто текст у нас, а здесь оригинал. Итак, хоральное органное прелюдия, НФ моль, ишь, руф цудирха. Сами спокойствие.